В эфире «Итоги дня». В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах к этому часу. Паромы прекратили перевозить легковые автомобили из Якутска в Нижний Бестях и обратно. Отмечается, что их перевозка начнется с открытием переправы Жатай-Техтюр. В Докучаевском городском округе в Донецкой Народной Республике проведена колоссальная работа по восстановлению, которую проводит Якутия. Впервые врачами-рентген-хирургами Республиканской больницы номер 2 была проведена операция восстановления проходимости при окклюзии коронарных артерий. В лучших традициях циркового искусства бриллиантовый цирк представит цирковое этношоу «Земля мамонта». В погоне за лидерами турнирной таблицы. Сегодня якутская «Заря» встретится с командой «Факел Ямал». Паромы прекратили перевозить легковые автомобили из Якутска в Нижний Бестях и обратно. Отмечается, что их перевозка начнется с открытием переправы Жатай-Техтюр. По информации руководителя компании «Паромы Якутии» Николая Ефимова, обстановка на реке очень сложная. Работают всего 4 парома с буксиром. Они не справляются с нагрузкой и не успевают перевозить грузовые машины с товарами острой и первой необходимости. По этой причине на встрече с председателем правительства республики Кириллом Бычковым было принято решение отказать в перевозке легковых машин. Он обратил внимание на то, что сегодня паромы перевезут только те легковые машины, которые находятся в накопителе. Прежде всего, это основной вид перевозки. Мы должны следить за тем, чтобы этот тариф не взлетал. Ну и, конечно, безопасность перевозок. Мы сегодня обсудили то количество техники, которое будет использоваться для перевозки. Я дал поручение, чтобы с завтрашнего дня Жатай-Техтюр начал уже ледового класса движение паром. И, соответственно, ледовые проводки, которые сегодня достаточно дорогие, тем не менее, чтобы тарифы повышались минимально. За 10 месяцев в Докучаевском городском округе в Донецкой Народной Республике проведена колоссальная работа по восстановлению, которую проводит Якутия. На многих объектах идут строительные и ремонтные работы, большинство из которых будут завершены уже в этом году. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Самым крупным объектом по восстановлению в Докучаевске является спортивный комплекс и бассейн. Спорткомплекс был построен в 1974 году, и с тех пор в нем не проводился ни плановый, ни капитальный ремонт. Поэтому для посетителей и для руководства спорткомплекса ремонт стал долгожданным подарком. Уже сделали полную замену кровли. Частично уже часть осталась замена фасада. Фасад почти весь заменен и утеплен. Проводятся штукатурные работы всех помещений, которые есть в спортивном комплексе. Сейчас у нас установлена новая вентиляция в плавательном бассейне. Подготавливается новая вентиляция в дворце спорта. Вентиляция нуждался бассейн, она вообще не работала. Сейчас ведутся работы в чаше бассейна и работы по игровому залу, большому игровому залу. Мы довольны на все 1000%. В поселке Еленовка восстанавливается Дом культуры. В начальном плане работ этого объекта не было, но после встреч и бесед с жителями было принято решение включить его в план, чтобы в поселке появился центр притяжения. И весной начались работы. Процент готовности 60-70, скажем так, да, он должен быть уже завершен к 20 декабря. Сегодня у нас полностью завершены работы по штукатурке внутренних стен. Также завершены работы по утеплению объекта, завершены работы по ремонту, по замене окон, по ремонту кровли. Сегодня как раз работники работают вот внутри по чистовой отделке, также по электрике и по монтажу потолочного перекрытия. Долгое время Докучаевск находился в непосредственной близости к линии фронта и страдал от прилета вражеских мин и снарядов. После каждого прилета во многих квартирах и подъездах выбивало стекла в окнах. И одна из больших задач представителей рабочей группы из Якутии – вернуть окна на место. По окнам, если на квартирных домах считать, то замена после прилетов – это 1790 окон. Из них 1030 – это в подъездные окна, которые сейчас 100% поменянные, а остальные окна – это уже в квартирах. Да, все окна составляют, список окон составляется через администрацию городского округа Докучаевск и составляется чисто, которые были повреждены из-за прилетов.
Всего же по Докучаевскому городскому округу в этом году республика работает на 65 объектах и уже наметила работы на 2025 год с новыми крупными и важными для докучаевцев объектами. Александр Хавренко, Петр Шестаков, Докучаевский городской округ, Донецкая Народная Республика. С 4 ноября дети из многодетных семей Якутска будут бесплатно ездить на автобусе. Для этого необходимо, чтобы родители обратились с заявлением в школу для получения специальной карты, гарантирующей бесплатный проезд. Карта рассчитана на 96 поездок в месяц. 4 поездки в сутки будут осуществляться бесплатно. В Якутске завершился межрегиональный форум «Рынок труда». Панельная сессия посвящена вопросам трудоустройства, квотирования рабочих мест для участников СВО и их членов семей. Основная цель – выработка предложений по совершенствованию содействия в трудоустройстве. Двухдневный форум собрал более 500 участников. Выступления прошли на 5 дискуссионных площадках. Участники обсудили рынок труда и кадровые проблемы Дальнего Востока и Арктики участников СВО. А он будет в доступе практически по всем базовым отраслям, такие как строительство, транспорт, логистика, энергетика, требуются специалисты и рабочие профессии. Нехватку также испытывают и социальные отрасли экономики, такие как здравоохранение, образование. Чего греха таить, и в государственном управлении уже формируется достаточно острый дефицит квалифицированных и компетентных кадров. Поэтому этот межрегиональный форум должен ответить на эти вызовы. Впервые в истории здравоохранения Якутии врачами-рентген-хирургами Республиканской больницы номер 2 была проведена операция восстановления проходимости при окклюзии коронарных артерий. Хирургическое вмешательство было проведено с помощью нового специализированного инструмента, которых на Дальнем Востоке всего 2. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Ротаблатор – важный инструмент в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это высокоскоростной катетер, имеющий форму маслины и покрытый алмазной крошкой. Именно с помощью него рентген-хирурги выполнили поистине ювелирную работу. Очистили образовавшиеся тромбы на сосудах сердца. Это оборудование мы приобрели в 2024 году. Очень долго готовили своих специалистов, обеспечивались расходным материалом и готовили пациентов. Производили отбор и подготовку пациентов. И в настоящее время в нашей республике это впервые внедренная технология по лечению таких пациентов. Перспективный подход в кардиохирургии и малоинвазивные вмешательства. Вероятность послеоперационных осложнений минимальна. Этот метод показан пациентам с пораженными кальцием сосудами, страдающими ишемической болезнью сердца и атеросклерозом. При поступлении экстренных пациентов с нарушениями, очень часто бывает, что невозможно установить баллон или стенд для того, чтобы нивелировать эту возможность. И применяется этот аппарат. Он позволит значительно увеличить качество оказания медицинской помощи, значительно снизить смертность пациентов после проведения данных процедур и при инфарктах миокардов. Это такой значительный шаг в оказании экстренной медицинской помощи, не только экстренной, даже плановой медицинской помощи нашим жителям. За год в РБ-2 поступают порядка 2000 пациентов с диагнозом острый инфаркт миокарда. Из общего числа пациентов порядка 40% будут лечить с помощью данного метода. Длительность операции в среднем составляет около 1,5 часа, а уже на завтрашний день пациенты смогут ходить. Даяна Федорова, Григорий Охлопков, Якутск. В Алданском районе уходящая неделя стала богатой на события. Пятиклассники Алданского лицея были посвящены в лицеиста, а студенты политехникума помирились знаниями и навыками с молодыми специалистами в профессиональном конкурсе. Кроме того, сегодня проходят первые в наступившем зимнем сезоне всероссийские соревнования по биатлону «Ультраспринт». Об этих и других новостях района в материале наших корреспондентов. Подъем температуры, слабость, общее недомогание. В Алданском районе наблюдается незначительное увеличение случаев коронавирусной инфекции. Также на этой неделе, как и недели ранее, отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Эпидпорог, однако, не превышен. Об ограничительных мерах речь не идет. В настоящее время мы еженедельно регистрируем прирост количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Грипп в настоящее время не зарегистрирован, заболеваемость не превышает эпидемических порогов. Дополнительное инфекционное отделение мы в настоящее время еще не разворачивали.
Между тем, следует помнить, вирусные инфекции вовсе не пустяки. Максимальную защиту от развития осложнений гарантирует только специфическая профилактика. Прививочная кампания против гриппа продолжается. Количество вакцинированных на сегодняшний день 13 тысяч, а при плане 23 600 человек, обеспеченных вакциной. К другим темам сотрудники золотодобывающих предприятий района и студенты Алданского политехникума померились навыками и умениями в конкурсе профессионального мастерства, посвященного столетию золотодобывающей промышленности Якутии. За соревнованиями наблюдали школьники, пришедшие в этот день в кузницу кадров на экскурсию. Профориентационная работа, да, у нас происходит, то есть школьники ходят по нашему техникуму, по всем нашим мастерским, смотрят наши конкурсы, смотрят наши мастерские, мы им попутно объясняем про те профессии, которые у нас на данный момент обучаются, которые будут в следующем году набираться, как раз на тот момент, когда школьники закончат свою школу. И, может, кого-то заинтересует, и кто-то придет к нам учиться. Тем временем ученики Алданского лицея отметили День лицеиста. Как всегда, праздник стал ярким и незабываемым. На торжественной линейке состоялось посвящение в лицеисты пятиклассников. Всех ребят и девчонок ожидала викторина, посвященная лицейским традициям. В настоящее время подводятся ее итоги. Между тем, педагоги могут сказать точно. Ребята хорошо знают как историю образования лицеев, так и свою школу. Да, ответы у нас больше 50% правильные в основном. Вот. Очень хорошо показали себя пятиклассники в этом году. Вопросы были там и о Пушкинском лицее, и о нашем лицее в частности. Такие вопросы каверзные. Самый старший педагог, количество кабинетов, площадь корта. То есть непосредственно вопросы жизненные. К другим новостям. В Алдане продолжается реставрация памятника дорожным строителям. Мастера-энтузиасты, сотрудники объединения содействия развитию предпринимательства заняты восстановлением легендарного ЗИС-5. Это одна из первых машин автомобильного хозяйства Южной Якутии, зарождавшегося в 30-е годы прошлого столетия. Сегодня трехтонка является одной из визитных карточек города. В 1979 году она была установлена на постамент по улице Мегина-Кангаласской. Ожидается, что в День Победы ЗИС проедет по улицам своим ходом. Основная цель в ремонте этой автомашины, то есть чтобы она выглядела как можно ближе к его истинному виду и чтобы, естественно, она двигалась. Сегодня на трассах Алданского биатлонно-спортивного комплекса по-настоящему жарко. Здесь проходят первые в этом сезоне соревнования по биатлону «Ультраспринт». Выдающимся снайперам лыжни и чемпионам прошлых сезонов силы противопоставляют начинающие биатлонисты. Соревнования состоят из нескольких этапов. На старт выходят мужчины и женщины. Напомним, в Якутии гонка в таком формате впервые состоялась в прошлом году. Попытались совместить два зрелищных самых действия, лыжный спринт и биатлон, вот, в одном, как говорится, и постараться сделать так, чтобы это было более зрелищно, чем остальные виды. Здесь есть, конечно, нюансы, сколько дополнительных патронов нужно давать, вот, может быть, время стрельбы ограничить. Дистанция составляет всего 2 километра с 2 огневыми рубежами. Промахи не предусматривают штрафных кругов, а вот потери времени на стрельбище могут стать серьезными. Промах добавляет секунды. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске проходит межрегиональный форум «Рынок труда». Сегодня в его рамках прошла профориентационная площадка «Фестиваль профессий», где работодатели республики представили свои вакансии. Как прошел фестиваль, расскажет Вероника Таюрская. В мультимедийном парке «Россия. Моя история» развернулся фестиваль профессий. Профориентацию для школьников провели Якутский институт водного транспорта, Якутский сельскохозяйственный техникум и многие другие. Представил свой стенд и АГАТУ. Студенты и преподаватели рассказали про свои факультеты и чем они занимаются. Сегодня мы представили некоторые наши экспонаты. Экспонат идет факультета лесного комплекса землеустройства. Они рассказывают про деятельность данного факультета и, конечно, рассказывают про переработку лесного комплекса, показывают экспонаты, брикеты фасованные, да, что можно использовать вместо дров.
И, конечно же, дальше у нас экономический факультет. Мы представляем экспонат в виде викторины на экономическо-финансовую грамотность. Как вести бюджет, рассказали студенты Якутского финансово-экономического колледжа. У нас несколько викторин. За каждый из них получают конфетки. Ну и, в общем, рассказывают о нашем колледже. Вот. И о нашей профессии. Также прям глубоко рассказываем о бухгалтерии, о финансах, о банковском деле, в общем, о всем, о экономике. Школьники отмечают, что такие фестивали дают понимание по востребованным профессиям. Меня больше всего заинтересовала профессия, там нужно измерять радиацию, надевать противогазы, все такое. Конечно, помогают. Я попробовал для себя много профессий и буду выбирать, кем я буду в будущем. Во время фестиваля профессий учебные заведения и жизнеобеспечивающие предприятия Якутии провели мастер-классы, тренинги, игры, выставки и другие формы активностей. На нашем стенде сегодня представлен мастер-класс по замене колеса, так как это очень важно. Многие у нас не умеют этого делать, а в суровых зимних условиях это все-таки необходимо. Также у нас представлен технический осмотр предвыездной. То есть это проверка масла, какое должно быть масло, что должно работать и так далее. Музей «Россия. Моя история» стал одной из площадок, где провели профориентационные мероприятия. Напомним, что 25 октября – единый день мероприятия «Мой выбор. Моя профессия». Вероника Таюрская, Элита Махно, Якутск. Детское медийное объединение «Бумеранг» дало старт медиамарафону без срока давности «Непокоренные». Среди школьников Якутии всего в проект вовлечено порядка 100 учеников школ столицы. Основными ее участниками стали дети, занимающиеся в детских и юношеских журналистских объединениях. Цель конкурса – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны. В программу медиамарафона входят мастер-классы по съемке учебных фильмов, лекции и практические занятия. Главная задача детей, используя кадры аудиовизуальной хроники, создать фильм. Победители медиамарафона смогут провести отдых в международном детском лагере «Артек». По большому счету, конечно же, мы нацелены на то, чтобы к 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, конечно, наша молодежь еще больше узнала о тех подвигах, которые совершили их дедушки, наши отцы, да, вот, во время Великой Отечественной войны. И вот та документальная кинохроника, которая предоставлена для работы молодежи, чтобы они воочию посмотрели эти данные и реализовали свои какие-то проекты. В лучших традициях циркового искусства Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых представит цирковое этношоу «Земля мамонта». Представление обещает поразить зрителя цирковым разнообразием, эпичными художественными образами и креативной режиссерской задумкой. Стихийная зрелищность, захватывающий дух номера, яркость костюмов и фантазийные декорации перенесут зрителя на тысячелетия назад. Помимо этого, артисты из Республики Беларусь покажут 2 номера – «Скрипичный ключ» и «Трапеция». «Земля мамонта» объединит в себе народную традицию и современную энергию, но оформление спектакля представляет собой синтез 2 направлений – этники и рок-музыки. Хорошая такая изюминка есть у якутского цирка. У них задействован каждый артист. Один артист может работать сложных, да. Несколько номеров, где он там прыгает, акробатические элементы или воздушная гимнастика. И не в одном номере воздушного жанра, а в нескольких. Это так ценится. И вот эта массовость, картинка, масштаб. То есть это надо видеть. Да, вот это надо видеть. Не во многих цирках такое есть, да, мне кажется, чтобы такой коллектив и как бы вот так вот работал. Да, это надо видеть. Это приходите обязательно. Зовем всех зрителей прийти, посмотреть своими глазами. В алмазной столице будет представлена передвижная выставка «Метафизика женского искусства Якутии». Для ценителей искусства выставка будет работать до конца ноября. Далее будет представлена в Якутске. Подробности в материале наших коллег. 19 авторов, 19 характеров, 37 работ вместе с единицами из фонда картинной галереи. В алмазной столице открыта яркая концептуальная выставка от Союза художников Якутии, которая позволит увидеть произведения женщин из ведущего коллектива художников на Дальнем Востоке. Долго думали над темой этой выставки, потому что у нас очень большой союз художников, самый крупный по Дальнему Востоку, если смотреть соотношение
населения к Союзу художников. На сегодняшний день это 132 человека. И сложилось так, как, наверное, и по всей России, что сейчас больше половины Союза составляют женщины. И когда мы выбирали тему выставки, мы подумали, почему бы не сделать чисто женскую выставку, чтобы показать чисто женское творчество. Нам показалось интересным показать именно взгляд художниц, профессионалов в изобразительном искусстве. Интересные, одухотворенные лица, неожиданные композиции – все это дышит и живет в полотнах авторов. В экспозицию вошли работы выдающихся якутских художниц. К слову, это первая женская выставка в Якутии со времен перестройки. Данная выставка несет особый характер, концепт. Не зря она называется «Метафизика женского искусства Якутии», ведь искусство Якутии изобразительное, оно наполнено смыслом, сакральным, обращено к культурному коду. И в большинстве своем художники, основоположники якутского искусства – это мужчины-академисты, таких строгих академических ценностей. И по моим наблюдениям, в основном женщины делают смелые шаги в мир современного искусства. И я бы хотела обратить внимание это вот на примере Эдиты Степановой. Работа называется «Спешащие на эссех», выполнена в технике коллажа. Она рассказывает о персонажах собирательных образов, вызывает улыбку, и у всех сразу возникают ассоциации, я, скорее всего, думаю, одни и те же. Но изображено это очень необычно и оригинально. Для ценителей искусства выставка будет работать до конца ноября. Далее передвижная выставка «Метафизика женского искусства Якутии» будет представлена в Якутске. Анна Васильева, Мирный. В погоне за лидерами турнирной таблицы. Сегодня якутская «Заря» в рамках очередного тура чемпионата России по футзалу встретится с командой «Факел Ямал». Встреча пройдет в Новом Уренгое. В данный момент якутяне находятся на 12-й строке таблицы Восточного дивизиона. В их активе 1 победа в 4 матчах. «Факел» идет на 8-й позиции, одержав 2 победы. Стартовый свисток матча прозвучит в 22 часа 30 минут по якутскому времени. Ребята настроенные, глаза горят. Команда соперника, в команде собраны игроки Суперлиги. В общем, команда с огромными задачами. Так что будем играть, только на победу. Есть у нас игроки, которые поигравшие, с собой должны повести. И Афоня Федоров, и Айсен Савин. Так что, а молодежь будет тянуться старшим. У них еще все впереди. Будем надеяться на положительный результат. Выставка-ярмарка «Рыба Якутии» открыла свою площадку для любителей рыбы, пойманной в арктических районах республики. По данным Минсельхоза, на выставке рыбную продукцию представят общины и кооперативы из 5 основных районов добытчиков республики. Подробнее о начале ярмарки расскажет Тимур Калмогоров. Прилавки ярмарки встретили жителей и гостей столицы богатым уловом свежей рыбы. От соленых, вяленых и копченых до продукции шоковой заморозки и даже недавно выловленных, охлажденных. В этом году 36 хозяйств представили свой улов. В течение 3 дней Минсельхоз планирует обеспечить горожан 35 тоннами рыбы. В целом по республике мы по рыбодобыче, если говорить, то где-то объем квот добычи составляет 5000 тонн рыбы. И ежегодно в летнее время мы где-то вылавливаем 1500 тонн рыбы. В этом году, в принципе, рыбаки республики план свой выполнили. В этом году рыба вся вывезена с рыболовецких участков и достигла до своих покупателей. Отметим, что большинство промысловой продукции продается по минимально возможным ценам, без торговых наценок. Это позволяет как покупателям получить хороший товар за низкую цену, так и предпринимателям реализовать свой товар. Здесь мы представляем свежемороженую местную продукцию. Это чир, муксун, ряпушка, омуль свежего улова, а также кита, нерка и нельма. Есть свежемороженое и соленая продукция. Цены у нас ниже среднего, можно сказать. Чир
Крупный, средний, мелкий. Крупный по 650 рублей, средний по 550 и мелкий по 500. Кроме главного продукта, на ярмарке также была представлена местное мясо свежего забоя, различные молочные товары, чай и мед. Так, свежий забой, жеребятины и говядины. И это была, вот жеребятины есть, и кровяная колбаса, так, и была на харта, и вот говяжий фарш. Харта была, это цена, цена это была по 2000 стоит килограмм. А вот эта говядина начинается от 700 рублей до 1000 идет. Жеребятина была она от 900 до 1000, 1500 идет. Опытные покупатели определяют качество рыбы по первому взгляду. Наиболее важные критерии – большой размер рыбы и его внешний вид. Брикет, да еще половину, по 250 нормальная цена. Он еще взяли на вот, омуль. Омуль тоже очень хороший, на пирог пойдет. На пробу дают даже. Вот на пробу попробовала, очень хорошая рыба. Жирная рыба, глаза бывают красными. Мы стараемся такие выбирать. Одним из самых ярких событий ярмарки станет приготовление рекордной порции строганины весом 150 килограмм. Вырученные от продажи средства направят на поддержку бойцов в зоне СВО. Сама выставка-ярмарка будет проходить на протяжении текущих выходных. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Такими были самые заметные события уходящего дня. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.